Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии новой мечети в Ахалском вилаяте. Президент Туркменистана встретился с генеральными секретарями ОТГ, ЮНФТО и ОС. Туркменистан представил национальный павильон, который построят для Экспо-2025 в Осаке, и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации тюркских государств Курбанычбека Умуралиева. Руководитель ОТГ выразил признательность за уделенное время для встречи и возможность принять участие в мероприятиях по случаю провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. Одной из тем обсуждения стало празднование в стране 300-летия со дня рождения Махтумкули Ифраги. Как отмечалось, в этой связи намечены многочисленные мероприятия, нацеленные на изучение и распространение литературного наследия великого туркменского поэта. Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Палаликашвили, прибывшим в Ашхабад для участия в международной конференции «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане». В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития традиционного сотрудничества, отвечающего взаимным интересам. Президент Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хусрава Назири, прибывшего в Ашхабад для участия в международной конференции «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане». Этот форум призван раскрыть туристические возможности страны и расширить географию международного сотрудничества в данной области. В ходе беседы констатировалось наличие у государств-членов ОС больших возможностей для наращивания взаимовыгодного партнерства. В данном контексте одним из приоритетных направлений был назван энергетический сектор. Обладая огромными запасами природного газа, Туркменистан готов существенно диверсифицировать его поставки, в том числе потребителям и транзитерам на пространстве ОС. Президент Сердар Бердымухамедов встретился с главой Международной федерации тенниса Дэвидом Хагерти и руководителем Азиатской федерации тенниса Юрием Польским. Выразив признательность за уделенное время, гости подтвердили заинтересованность ITF и ATF в развитии плодотворного сотрудничества с Туркменистаном. В свою очередь, глава государства подчеркнул, что готов поддержать инициативы и предложения по продвижению тенниса в Туркменистане и во всем мире, предложив изучить возможности использования спортивной инфраструктуры страны для проведения международных теннисных турниров, сборов и мастер-классов. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии новой мечети в Итрапе Акбугдая Ахалского вилаята. После церемонии открытия глава высшего органа народной власти Туркменистана дал в новой мечети Садака Акзачар. В ходе мероприятий по случаю открытия новой мечети председатель Халк-Маслахаты Туркменистана предложил назвать ее мечетью Сеита Джамалиддина в знак уважения к историческому наследию региона. Туркменская государственная издательская служба издала новую книгу президента Сердара Бердымухамедова «Анау. Культура из глубин тысячелетий» на 3 языках – туркменском, русском и английском. Труд освещает значимые события и исторические эпохи древнего Анау. Отдельные главы издания посвящены археологическим находкам и уникальным памятникам архитектуры, сохранившимся до наших дней. В столице Туркменистана завершилась Государственная олимпиада по иностранным языкам среди слушателей образовательных учреждений всех видов и форм собственности, организующих краткосрочное обучение. Масштабный конкурс проходил в 3 этапа, стартовав 4 февраля в учебных центрах по всей стране. Согласно результатам заключительного тура, прошедшего в Туркменском национальном институте мировых языков имени Азади в Ашхабаде, лидерами олимпиады по количеству победителей стали слушатели хозяйственного общества Зехин-Йолы. Учащиеся завоевали 9 наград, в том числе 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. В рамках туркмено-японского бизнес-форума в Токио прошла презентация национального павильона Туркменистана, который будет построен на Всемирной выставке Экспо-2025 в Осаке. Директор хозяйственного общества «Белли», официального подрядчика павильона, представил презентацию, которая продемонстрировала, как будет выглядеть объект. Отмечалось, что при его возведении используются экологически чистые материалы высокого качества. В павильоне будут экспонироваться культурные ценности Туркменистана, ковры ручной работы, промышленные изделия, достижения страны за годы независимости, национальные блюда и сувениры. 31 марта в кинотеатре Ашхабад состоится видеопоказ концерта всемирно известной корейской группы BTS. Начало показа запланировано на 13:00. Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра. В соответствии с графиком, утвержденным президентом
президентом Сердаром Бердымухамедовым 27 марта к севу хлопчатника приступили земледельцы Дашогузского вилаята, где из-за природно-климатических условий посевная стартует несколько позднее, чем в других регионах страны. По доброй традиции начало работ благословили почтенные старейшины. В вилаяте для подготовки земель к севу и для ухода за хлопчатником имеется обширный парк современной специализированной техники, в том числе высокопроизводительные тракторы, закупленные у мировых лидеров сельскохозяйственного машиностроения. Пятое заседание Меджлиса Туркменистана 7-го созыва состоится 30 марта 2024 года в 10 часов в здании Меджлиса Туркменистана. Регистрация депутатов будет производиться с 9 часов 30 марта. Виниловые пластинки переживают возрождение. В 2023 году их продажи в США впервые с 1987 года обогнали продажи компакт-дисков. Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки сообщает, что в прошлом году было продано 43 миллиона виниловых альбомов на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Это на 6 миллионов единиц и 900 миллионов долларов больше, чем у компакт-дисков, выручка от продажи которых составила всего 537 миллионов долларов. Несмотря на более высокую цену, винил демонстрирует устойчивый рост популярности на протяжении 17 лет. Эксперты отмечают, что физические коллекции аудиозаписей вновь становятся культурным трендом, особенно среди аудиофилов и меломанов, ностальгирующих по прошлому. Исследователи из Лионского университета произвели сравнительный анализ 7 языков по скорости произношения. Оказалось, что лидером является японский язык. За ним следуют испанский, французский, итальянский, английский, немецкий и китайский. В исследовании 2019 года с точки зрения количества информации на слог были проанализированы 17 языков Европы и Азии. Японский язык, хоть и был самым быстрым, содержал в каждом слоге очень мало информации. Это, возможно, объясняет, почему носители японского говорят быстро, чтобы насытить предложение смыслом. В киноконцертном центре «Туркменистан» с успехом прошли выступления юных танцоров. В шоу, организованном Федерацией спортивных танцев Туркменистана, приняло участие 11 танцевальных коллективов страны. Среди коллективов выступали ансамбль «Богиня», хореограф Айны Курбановой, группа Crazy Boys, хореографа Микана Батырова, коллектив Лезгинка и другие. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.